Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Перспективы применения искусственного интеллекта. Для представителей медиасферы республики проведен мастер-класс от ведущего российского специалиста. Во славу подвигов сынов Осетии к 120-летию со дня рождения великого полководца Иса Плиева прошел памятный вечер. Жизнь, творчество, общественная деятельность юбиляра. В Югостинском вузе прошел вечер, посвященный 75-летию выдающегося осетинского писателя Мелитона Казиева. МЧС Южной Осетии запретил проезд большегрузов по Транскаму, сообщает пресс-служба ведомства. Здесь отметили, что с южной стороны автомагистрали идет снег. С северной также наблюдаются локальные каменные оползни. В связи с этим МЧС запрещает проезд длинномерным большегрузам, так как они создают препятствия в расчистке трассы. МЧС призывает водителей быть осторожными на дороге. Сильный снегопад идет с обоих сторон туннеля. На Югостинском участке дорожные службы справляются со своей задачей, идет расчистка дороги, но тем не менее есть затруднения для большегрузных машин, и мы для них закрыли дорогу временно до того момента, пока будет возможность их беспрепятственного проезда. На Северо-Осетинском участке, значит, тоже идет сейчас снег, мокрый снег, также камнепад. Присутствуют такие места, где и оползни маленькие сползают. Вот есть, конечно, угроза, мокрый снег все-таки, что и лавины будут сходить, но на данный момент, значит, угрозы закрытия дороги пока нету. Но, тем не менее, призываю всех все-таки к осторожности. И если у кого-то запланированы поездки, заранее все это планировать и заранее выезжать из Цхинвала. Для югостинских представителей средств массовой информации проведен мастер-класс по теме нейросети от ведущего российского специалиста. Александр Петров совместно с журналистами дал оценку перспективам использования искусственного интеллекта. По его словам, на данном этапе журналисты и искусственный интеллект успешно справляются со своими задачами, ускоряя их выполнение. Анжела Кукоева подробнее. В рамках просветительской программы «Спутник-Про» для работников медиасферы республики начальник отдела дирекции производства видео-медиагруппы «Россия сегодня» Александр Петров провел мастер-класс по работе с нейросетями. Термин нейросети активно входит в наш повседневный лексикон, а тексты и изображения, созданные искусственным интеллектом, становятся ведущим трендом в коммуникациях. Петров вместе с югостинскими журналистами оценил перспективы использования искусственного интеллекта. То есть у нас там есть 30 языковых редакций, да, разных. Я могу делать видео на английском, на испанском, на французском языке. Вот захотел сделать это видео, я его сделаю. Ну, там образно, может, к стилисту обращусь, чтобы он просто это поправил. То есть я захотел научиться делать там телеграм-ботов, я делаю там и для рабочих целей, и для своих целей. Я захотел делать сайты, я делаю эти сайты. Ну, то есть я могу делать, я не всемогущ стал там, да, но возможностей стало гораздо больше. Сегодня средства массовой информации активно передают мысль о том, что скоро журналисты заменят нейросети. Но по мнению Александра Петрова, они всего лишь облегчат работу как журналиста, так и представителей других профессий. И поделился личным опытом использования нейросети в своей работе. Нейросеть генерирует очень крутые картинки, можно использовать там, опять же, как креативы для социальных сетей, но не только там, то есть, сейчас там даже, по-моему, карточки товаров, чтобы там в каком-нибудь Яндекс.Маркете либо еще где-то можно сгенерировать по четкому запросу, оно вам сделает, говорят, что скоро, не надо будет все, фотографы не нужны, на самом деле, мне кажется, тут история даже не в этом, а в том, что можно окружение делать, вот. В этом году сети искусственного интеллекта стали неотъемлемым инструментом в мире технологий. Они не только ускоряют выполнение задач, но и помогают реализовывать самые сложные и необычные концепции. Сегодня искусственный интеллект и журналист успешно справляются со своими задачами, работая именно в тандеме, заключил начальник отдела дирекции производства видео медиагруппы «Россия сегодня» Александр Петров. Анжела Кукоева, Заурус Тайф, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
В Северной Осетии прошел вечер к 120-летию со дня рождения великого полководца Иса Алиева, а также памяти героев Советского Союза, генерала армии Хаджи Умара Мамсурова и Георгия Хитагурова. Мероприятие организовано по инициативе представителей фамилии Плиевых, исторического факультета САГУ и общественности. Агунда Губозова продолжит тему. В память о героях торжественный вечер, приуроченный к 120-летию со дня рождения Иса Алиева, а также памяти героев Советского Союза, генерала армии Хаджи Умара Мамсурова и Георгия Хитагурова, прошел во Владикавказе. Празднование юбилея собрало представителей правительства, интеллигенции, представителей фамилии и общественность Южной и Северной Осетии. В ходе торжественного мероприятия были озвучены подвиги славных сынов Осетии. Далее гостям вечера был представлен содержательный фильм, посвященный Иса Алиеву, в котором подробно показывали нелегкий жизненный путь великого полководца. Иса Алиев – человек, ставший при жизни настоящей легендой, самоотверженный, бесстрашный воин с богатым духовным миром и непоколебимой преданностью родине, история жизни которого и вправду похожа на кинофильм. Мероприятие, приуроченное к его юбилею, было организовано по инициативе представителей фамилии Плиевых, исторического факультета СОГУ и общественности. Сегодня мы отмечаем юбилей 120-летия Иса Александровича Алиева. Во время Карибского кризиса, если бы не Иса Александрович Алиев, то, наверное, была бы Третья ядерная мировая война. И он предотвратил вот это. Что интересного, в один год родились такие легендарные личности, как Иса Александрович Алиев, потом Хитагуров Георгий Иванович и герой Советского Союза, генерал Мамсуров Хаджи Умар. В ходе мероприятия была представлена широкая музыкальная программа, в котором свои лучшие номера и композиции представили артисты обеих частей Осетии. На сцене Осетинского театра выступил хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой. В числе выступающих был и известный юго-осетинский исполнитель классического шансона Игорь Тасоев. Я забыл про все на свете, только помню. На торжественном вечере также прозвучали героические стихотворения. Хочется добавить, что юбилей Иса Алиева широко отмечается в Осетии. В течение всей прошлой недели проходили различные тематические вечера в библиотеках и школах, а также были возложены цветы и венки к памятникам и бюстам великого военачальника. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском вузе состоялось мероприятие, посвященное юбилею известного осетинского писателя Мелитона Казиева. На вечере говорилось о жизненном и творческом пути именинника. Отмечен большой вклад Казиева в развитие осетинской литературы. И, конечно же, звучали слова поздравлений и благодарности. Анжела Кукоева продолжит. В Юго-Осетинском государственном университете прошел юбилейный вечер, посвященный 75-летию выдающегося осетинского писателя, прозаика, драматурга, критика, переводчика Мелитона Казиева. В адрес юбиляра прозвучало много теплых и добрых слов признания и восхищения его творчеством и общественной деятельностью. Открывая мероприятие, ведущий творческого вечера, доцент кафедры осетинской литературы Алла Бязарова отметила, что виновник торжества – человек удивительной судьбы, страстно влюбленный в Осетию. Цана его заждарой, дзак во я скабут цардамундай. Бира астцарамбун, ноджефлдар, она опаздавдар сфалдастадун, тахта она антестатам. Ректор вуза Вадим Тедеев в своем выступлении подчеркнул, что такие мероприятия важны, чтобы подрастающее поколение знакомилось с творчеством выдающихся личностей. من فندزار نویم ملیتون شبون بازد روش بود نیابونیون ما خواست است قرمه قرمده اما ایو مدن تنگشتر کزاق نکاونتست آخام خیستر رفرس نکردن زوی من تنگ فندشم ملیتون نتیجه در رفت خوشراو ننیجینات نماشینات ما ایو خود جور مخانتون در بونشویستم یا فرس من. Старший преподаватель кафедры осетинской литературы Серго Плиев ознакомил присутствующих с некоторыми фактами из жизни и деятельности Мелитона Казиева, его достижениями, откликами выдающихся людей республики на его творчество.
Melitun Svalestad adaptat Sadachinegai Ochastis, ama Fessaja or Hoylevi Humatajapat Dovnau, Fessansis Kuchma Aroisenai, Chinig Mahore Fazend Matsals Fedabunis, we Fessagan Yahise Khazar Nishizune. At Patotsis Svalestadun Fallui, the Stektor, Roy Hoven Bira Fedabundume, Falain Antese, Melitun Literatura Yutasmaya Garsta, Roger Rostov. Bobnat Орахщиной, ама Исфадестод Барагай Розендесте и Азунодом Костета. Серго Плев также зачитал строки, написанные им в адрес юбиляра. Аздухас Иронзер Фалман Водуардахау, Лагоу Ладжикодай, Аскутта Фалгунз. Неван де Салдакта, Срхголста Иран, Нафидан Насумбун Дафандиогвар. Руководитель медиахолдинга ЮОГУ ТВ Алла Джиоева в своем выступлении отметила, что юбиляром можно назвать наставником молодых преподавателей, которые сегодня, благодаря его поддержке, успешно работают в стенах вуза, что Казиев всегда занимал активную гражданскую позицию, отстаивал интересы Осетии. Жертва мене інколи нозок, то хіорозгаже та домбіра я салдостодрує. Мен бісуд мілітон резуєвича хіорозгаже, нафет бонуса хактардам кому. Нафет бонуса хактар, мілітон резуєвич зок то фетчо. Я шлайтер мозалта юли хаштарастаджі бундар бачага. Наренченко то нафалойга то юмозок даро хамна вісвію хамна будімаю я вазгаже хамна зок. Зондомунже та ирун кастар хамбіра ноли. Валдой дар то бунебун. Студенты Югостинского государственного университета декламировали произведения Мелитона Казиева. Основным в его творчестве является служение народу, отметил профессор Кацер Плев. Melitun lochan hasta con akana wadan razon destamia nom hayu melitun mana wo fesagda falakut fesag zoqam fesag sekusag uzato кома зурам. По завершению творческого вечера юбиляр поблагодарил гостей за внимание и добрые слова в свой адрес. Pocałuję orkę będę rochem omundrotter, ama łamoda znów kanzysty kłep peluje, ale juła udol fetteroden, terce peluje runoden, ama jun łekodu tekte cedluruj, ama jusa sachadegdert pojoken gerstene kajefan dudunde, ucomundre. Вечер прошел в удивительно теплой атмосфере. Анжела Гугоева, Заур Устаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. С 20 по 22 ноября в Минске состоялся финал Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Кубок мира собрал сильнейших спортсменов, которые боролись за титул чемпиона в дисциплинах поединок, самооборона и самооборона абсолютная категория. Елена Газаева с подробностями. Впервые сборная команда Южной Осетии принимала участие в международных соревнованиях в Республике Беларусь в финале Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Кубок мира собрал сильнейших спортсменов, которые боролись за титул чемпиона мира в разных весовых категориях и нескольких дисциплинах. Команда Южной Осетии была приглашена на финал Кубка мира по рукопашному бою, который проходил с 19 по 23 ноября. Общее количество участников было около 260 человек. Это команда Южной Осетии выехала не полным составом, в количестве 8 участников. Турнир проходил в городе Минске и приняли команду очень достойно, хорошее впечатление они оставили в этом турнире. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 8 стран мира, и среди сильнейших команд в числе победителей команда Южной Осетии. В этом бою за минуту 32 секунды болевым приемом победу держал боец синим поясом Тигиев, Южная Осетия.
Стоит напомнить, что рукопашный бой – один из российских видов спорта, наряду с самбо входит в число самых популярных единоборств в России. В Южной Осетии набирает обороты этот вид спорта. Особую благодарность хотел бы выразить нашему президенту Южной Осетии Алан Эдуардовичу Гаглоеву. Спасибо ему огромное за ту поддержку, которую он оказал при выезде на этот крупный международный турнир. В Кубке мира были собраны сильнейшие спортсмены, которые оспаривали титулы в стандартных дисциплинах рукопашного боя, поединки и самообороне. Бойцы делятся на 10 мужских и 7 женских весовых категорий. Соревнования проходили очень напряженные. Каждый участник соревнования, он пытался получить конкретный результат. Было объективное судейство. Бои, которые проходили, они проходили очень жесткие, но корректные, уважительные. Была даже такая ситуация, когда наши ребята именно выступали, там уже соперники наши кричали «Осетия, Осетия, Осетия». И вот она, долгожданная золотая награда на шее чемпиона из Южной Осетии. В середине декабря в Москве стартует чемпионат мира в абсолютной весовой категории, в которой примет участие около 40 команд со всего мира. В числе участников и югостинская команда. Югостинская команда будет в составе 4 спортсменов. Вот я думаю, что заняв третье командное место, мы подняли на достаточно высокий уровень на сегодняшний день имидж нашей республики Южная Осетия. Выступая на столь престижных соревнованиях, югостинская команда заявила о себе как команда победителей, у которой своя техника и очень высокий потенциал. Нас пригласили опять с 15 по 17 декабря. Будет абсолютная категория боев, как до 73 килограмм и свыше 73. Это легкая и тяжелая весовая категория. Я надеюсь, что они еще лучше выступят. В планах двукратного чемпиона мира по самообороне главы СВР Алексея Варзьева создать первую остинскую школу по рукопашному бою, в которой смогут заниматься как югостинские, так и североостинские спортсмены. Лена Газаева, Азамат Кузов. Информационный выпуск сегодня. В республике прошел ежегодный турнир по шахматам. Организаторы отмечают растущий интерес к соревнованиям. В этом году участие приняли 8 команд, в их числе и команды из Северной Осетии и Алании. В итоге интереснейших интеллектуальных поединков выявлены победители. О них нам расскажет Стелла Бясрова. Ежегодный турнир по шахматам имени общественного деятеля, автора книги «Осетия и осетины» Казбека Челехсата прошел в Дзауском районе. Турнир проводится с 2009 года и каждый раз собирает большое количество участников не только из Южной, но и Северной Осетии. Казбек Челехсата поприветствовал шахматистов и пожелал им интересной игры. Уровень турнира с каждым годом становится все выше. Тому свидетельство количество желающих принять в нем участие, подчеркнули организаторы турнира. В этом году за призовые места боролись 8 команд. Команды из Владикавказа и пригородного района Северной Осетии, Югостинского университета, шахматной школы «Белая ладья», а также команды из районов республики. Paysoy komandayan ştırbuznik, Navr komandayan ştırbuznik, mene Jav komandadan, Mevek Osandar, Ol komandar, Biyos orak şinot benim köktüy, mene zagandar, nay mehmekandı, mesin zagon ştırbuznik, is neyiniz konu mene, Rasul Moğaştırı farkar. Всего более 50 участников разных возрастов приняли участие в интеллектуальном соревновании. Высокое мастерство спортсменов подчеркнул президент Федерации шахмат Республики Южная Осетия Георгий Шавлохов. na
Нашего ортодоксного منم فولدر تاش من республика Охамирс там falan من هم كيس تراديسيون كيرنيراسيس ناي Охамирс хустори рестуна вот что пардасос фатфад кашша шал من Охамирс там ما я баркодия форму что ما доктор втахозеш шал. После зрелищных игр определились победители соревнований. Первое место заняла команда ветеранов из Владикавказа. Второе место – команда семи Танделовых, тоже представители Владикавказа. Бронзовыми призерами стали игроки команды Югостинского государственного университета. Победители соревнований получили грамоты и памятные подарки. Стелла Бязарова, Мадина Схавребова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике пасмурно, дождь со снегом. В Знаурском районе днем +2, ночью 0 градусов. В Цавском районе днем +1, ночью -3. В городе Квайса днем -2, ночью 4 градуса ниже нуля. В Лениногорском районе днем +2, ночью -1. В столице республики в Цхинвале днем 2 градуса тепла, ночью нулевая температура. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.